Здравствуйте, ребята! Давайте, прежде чем начать урок, для создания комфортной атмосферы пожелаем друг другу хорошие пожелания. Это называется «Подними настроение другу». Держитесь за ручки и пожелайте друг другу хорошие пожелания. И начнем погромче. Я желаю тебе на этом уроке хорошо показать себя. Я желаю тебе всего наилучшего. Я желаю тебе море позитива. Я желаю тебе хорошего настроения. Я желаю тебе успеха. Я желаю тебе счастья. Я желаю тебе море позитива. Я желаю тебе удачи. Я желаю, чтобы ты понял тему. Я желаю хорошего настроения. Я желаю, чтобы хорошее настроение. Желаю тебе успеха, позитива. Желаю тебе хороших оценок. Желаю тебе вдохновения. Желаю тебе удачи. Желаю тебе счастья. Хорошо, молодцы, ребята. Я желаю вам сегодня плодотворной работы. Прежде чем сесть, давайте сразу же разделимся на группы. Возьмите здесь листочки и прочитайте. Быстренько берите листочки. Хорошо, молодцы, ребята. Мы сейчас с вами разделились на группы, да? Части моря, озера, реки, ледники. Теперь давайте, какое было домашнее задание? Наташа, пожалуйста, какая тема была у нас? У нас было внутренние воды Казахстана. Хорошо, внутренние воды Казахстана, виды внутренних вод Казахстана. Хорошо, садитесь. Ребята, давайте тогда вспомним, что такое гидросфера. Это полностью наш раздел, да? Гидросфера, внутренние воды, виды внутренних вод в Казахстане. Давайте, кто мне ответит? Ага, еще. Ну, Расул, пожалуйста. Гидросфера — это водная оболочка Земли. Хорошо, молодец. Водная оболочка Земли. Еще какие виды внутренних вод в Казахстане есть? Анара? Существует два вида, это искусственные и естественные. А что относится к искусственным внутренним водам? Фатима? Относятся водохранилища, пруды и водоемы. Искусственные водоемы — это водохранилища, пруды и каналы, да? А что относится к естественным внутренним водам? Аяшан, пожалуйста. К естественному относятся река, озера, моря и так далее. Реки, озера, моря, ледники и подземные воды, да, еще? Хорошо, молодцы, ребята. Тогда идем дальше. Сейчас с вами прочитаем цитату урока и определим тему нашего сегодняшнего урока и цели урока. Хорошо? Кто-то сказал мне, когда был моложе, что название хорошей книги или пьесы может рассказать все о содержании. Мне понравилась эта фраза, но мне на самом деле нравится, когда остается какая-то загадка. Джаред Лето, американский актер и рок-певец. Ребята, давайте определим тему нашего сегодняшнего урока. По цитате, что мы можем понять? Наташа, пожалуйста. По названию из предложенного можно понять, что означает эта река, к каким она относится группам. Хорошо. Ахниет? С помощью названия мы расскажем все содержимое. Хорошо, молодцы. Правильно, ребята. Мы с помощью названия любого географического объекта мы можем определить, что это значит, да? Итак, тема нашего сегодняшнего урока – казахские гидронимы. Целью урока является, ребята, мы должны классифицировать казахские гидронимы, объяснять значение казахских гидронимов и предложить транслитерацию на 3 языках. Мы будем сегодня на своем уроке работать над этим. Чтобы продолжить наш урок, начнем групповую работу. У нас такое задание. Обратите внимание сюда. Используя текст учебника, физическую карту Казахстана и интернет-ресурсы составить картосхему по темам. Я вас разделила на 4 группы, да? Первая группа – филогонимы, вторая группа – лимнонимы, третья группа – патомонимы и 4-я группа у нас – гелонимы. Вы должны, обратите внимание на дескриптор, составить по плану характеристики, вы должны выполнить задание и составить картосхему. Задание понятно? Давайте начнем. Быстренько, быстренько. Изучите сначала текст учебника. Хорошо. По плану работаем, да, ребята? Реки.
Закончили? Хорошо, молодцы, ребята. Давайте теперь каждый водитель автобуса, сейчас по методу автобусная остановка, мы сейчас с вами будем останавливаться на каждой остановке и будем объяснять свои темы. Водители встали, взяли свои картосхемы и останавливаемся на каждой остановке. Вы сюда идете? Быстрее, быстрее. Угу. Объясняйте на каждой остановке четко. А остальные ребята, у вас будет сейчас взаимооценивание. Ну, раз вы послушали, у вас будет взаимооценивание, и вы будете оценивать своих водителей по методу плюс-минус интересно. У вас стикеры стоят. Вы должны написать плюсы, минусы и что вам было интересно. И приклеить на картосхеме. Понятно? Давайте начнем. По легенде, у одного богатого бая была красивая дочка Балхаш. Когда она подросла, она сделала себе после чего его отец не разрешил жениться на этом парне. Поэтому потому что он хотел выдать ее замуж за богача. Потом она темной ночью сбежала к своему любимому и прыгнула в пучину Волги, чтобы быть с ним. В честь этой девушки, в честь любви была названа это озеро. Если закончили, можете идти на следующей остановке. Все, давайте идем дальше. Автобус не может ждать. Быстрее, быстрее. Водитель первой группы, давайте быстрее. Дальше. Идем дальше. Все выполнили задание, да? Мы с вами оценили друг друга по методу плюс-минус интересно. Мы на эти оценки вернемся в конце урока, а сейчас давайте выполним следующее задание. Я сейчас вам раздам тексты. Будем работать парно. Следующее задание. Подожди, ваши тексты, листочки. По приему «Изучай, сам обучай других» вы сейчас должны выполнить задание. Используя дополнительные ресурсы, подготовить краткое сообщение о происхождении данного гидронима. Первая пара – Аблакетка, вторая пара – Иртыш, третья пара – Большое Алматинское озеро, четвертая пара – озеро Балхаш. Обратите внимание на дескрипторы, ребята. Сейчас работаем, парная работа, давайте, начинайте работу. Изучайте сначала текст.
Аблакетка, вторая пара Иртыш, третья Большое Алматинское озеро, четвертая Балхаш. Выходите из каждой пары один человек и объясняйте. Изучили сам, и теперь будем обучать других, да? Давайте. 4. Аблакетка один человек. Аблакетку кто будет защищать? Ага. Ах, нет, остаешься. Иртыш. Иртыш у кого? Анара, вы садитесь, пусть Карл ваш объяснит. Большое Алматинское озеро. Илона, у вас какая техника? Аблакетка у вас обоих, да? Хорошо, будете дополнять. Давайте, Ахмед, начнем. На территории Восточного Казахстана и Казахстана в целом является названием областного происхождения. Свидетельство исторических перипетий является географическим названием республики. Это можно проследить по названию реки местности Восточного Казахстана. Река Аблакетка – это небольшая река, левый приток реки Иртыш. Берет начало в Колбинский город. Свое название река получила от определенного буддийского монастыря. Аблаинхит, как говорится, Аблаинхит на самом деле. Это монастырь Аблая. Этот монастырь в середине 17 века служил ставкой одной из журналистских тайши. Аблая, у которой зимой проезда в Китае в 1654 году жил русский посол Федор Байков. Хорошо, молодцы. Если прислушиваться к легенде, то название свое эта река получила за счет утонувшего в ней человека, которого звали Аблая. Но если слушать по историческим и действительно фактам и теориям наших ученых, то можно вывести следующее, что благодаря тому, что рядом находится местность, которая называется Аблай, или же монастырь, оттуда она и берет свое начало. Хорошо, молодцы. Дальше Иртыш. О происхождении гупляков имеется такая легенда. Правитель одного из ногайских народов умер, ему наследовали два сына. Старший сын был настолько сильнее, а младший завидовал. Но младшего назначили принцем Шатом. Шат очень сильно завидовал старшему брату и однажды совершил покушение на жизнь. Покушение не удалось, и младший брат бежал, прихватив с собой одну из женщин-рабынь. Долго они скитались по степи, пока не дошли многоводной реки, в которой было много рыбы, а в лесах было много дичи. Здесь они расположились, добывая себе пищу охотой. Через некоторое время слухи об удачливом охотнике дошли до данных родственников. Шат был свободным человеком, а эти семеро служили на своих хозяевах конных, спасли скот. Когда мужчина подъехали к дому Шата, женщина вышла им навстречу, сказала: «Иртус, остановитесь, люди, если вы пришли с миром». Так река получила свое название Иртыш. Название в русском языке Иртыш. Река Иртыш берет свое начало в Монголии, протекает из озера Хара-Ус-Нор. Вытекая из этого озера, втекает в реку Ковдо, далее по территории Китайской Народной Республики. Хорошо, молодцы. Дальше. Большое Алматинское озеро. Ранее оно именовалось Русалополь, некоторое время с конца 19 века Алматинским, затем Большое Алматинское. Ребята, хорошо, давайте, прежде чем подытожить наш урок, вернемся к своей групповой работе. С каждой группы сейчас выходите водители этого автобуса, да, как мы назвали, выходите и, пожалуйста, коротко расскажите, чтобы закрепить наш урок, мы должны узнать, да, достигли ли мы цели нашего урока. Давайте, выходите. Первое, Пелагония, Нурасыл, начинайте. Нет, вы остальные садитесь, Нурасыл, начните вы. Потом взаимооценивание идет, да, по методу плюс-минус интересно, вы расскажете свои оценки, поставите. Все. Пелагония – это название морей и их частей. В них входит Каспийское море и Аральское море. Каспийское море – это крупнейшее на Земле замкнутый водоем, который может классифицироваться как самое большое песочное озеро, либо как полноценное море из-за своих размеров, а также из-за того, что его тоже сложено земной корой океанического типа. Пелагония, на английском это Пелагония.
Хорошо, давайте теперь, ребята, дадим оценку по методу плюс-минус интересно, дадим оценку. Плюс вы должны сказать, оценить плюс, что вам понравилось, да? Минус, значит, если какой-то был минус. Интересно, что было вам интересно в рассказе Нурасыла. Давайте быстренько оценим. Давайте. И Элона. Мне было интересно узнать новые термины, что они означают и местонахождение монет. Хорошо, молодцы. Минус. Наташа. Минус то, что Нурасыл сильно много рассказал про Каспийское море. Получается, если бы он сказал меньше и более кратко и сжатую информацию, она бы более... Хорошо, молодцы. Хорошо. А что было вам интересно? Пожалуйста, дополните. Быстренько. Вторая группа, третья группа. Хорошо. Харлаш. Мне было интересно узнать информацию о Каспийском море. Хорошо, садитесь. Хорошо, молодцы, ребята. Давайте, следующий водитель. Кто у нас был? Наташа. Ребята, мы оцениваем по дескриптору, да? Не забывайте. Наша команда называлась Гелонима. Гелонима — это то же самое, что болото. Мы взяли болото желтый сор. Это заволочное озеро. Значение открытая водная гладь. Находится примерно в 12 километрах к северу от центра поселка Астраханка. И на русском у нас будет желтый, на казахском тоже желтый, а на английском Алтай. Алты, да? Ага, хорошо, молодцы. Теперь давайте оценим. Плюс-минус интересно. Мне было Анна. очень интересно, потому что она очень кратко объяснила информацию, и мне было все понятно. Хорошо, минус. Жанель. Минусы в том, что она не полностью перечислила местонахождение этого болота. Это болото. Хорошо. Ребята, оцениваем по дескриптору. Хорошо? Хорошо, молодцы, Наташа, садитесь. Ребята, теперь, чтобы определить, насколько усвоена новая тема, я сейчас вам раздам такие задания. Здесь у вас есть понятие. По методу крестик-нолик вы сейчас должны поставить здесь знаки, согласны ли вы с этими объяснениями или не согласны. Быстренько. Ставите, и по вектору успеха мы с вами сейчас определим. Вы будете оценивать сами себя. Давайте. Ребята, давайте теперь будем проверять по шаблону, да? По вектору успеха. Я сейчас вам буду читать ответы, вы отмечаете, правильно ли у вас или неправильно. Потом будем оценивать. Каспийское море, крупнейший на Земле замкнутый водоем. Правильно. Бугас, подводная мелководье крупной реки. Неправильно. Гелонимы, название озер. Неправильно. В Казахстане насчитывается более 85 тысяч больших и малых рек. Правильно. Батпак, топкое болотистое место, болотисто-луговая местность. Правильно. Сор, Батпак, озеро с топким дном. Правильно. Тенес, море. Правильно. Пелагонимы, название морей и их частей. Правильно. Шрана, пролив, узкая полоса воды. Неправильно. Потомонимы, название рек. Правильно. Теперь быстренько посчитайте, сколько баллов вы набрали. Посчитали? Теперь, хорошо, я сейчас буду говорить вам баллы, вы оцените себя. 1-3 балла, мне нужна помощь. 4-7 баллов, мне нужно повторить материал. 8-10 баллов, я усвоил тему. Пожалуйста, прокомментируйте. Айшагуль. Сколько баллов вы набрали? У меня 8 баллов. 8 баллов. Хорошо, значит, вы усвоили тему. Хорошо? Хорошо. Ельжас. У меня из 10 9 правильных. 9 правильных. Молодцы. Ребята, значит, вы полностью усвоили тему. Жанель. У меня 10 правильных ответов. Молодцы, ребята. Ребята, это значит, мы сегодня достигли своей цели урока, да? Наши цели были, мы транслитерацию на 3 языках узнали, сделали, да? Нанесли на контурную карту, сделали работы в группе. Теперь, ребята, давайте закончите предложение, сделаем рефлексию, да? Сегодня я узнал, закончите. Сегодня я узнал. Закончите предложение, пожалуйста, Фатима. Сегодня я узнала подробнее на тему казахских гидронимов. Было все на высшем уровне. Хорошо, молодцы. Наташа. Сегодня я узнала, что такое пелагонимы, линонимы и томонимы. Хорошо. А есть у кого-то, кто хочет продолжить? Было интересно, было трудно, я понял, я не мог.
тянул, или там какие-то были трудности. Пожалуйста, предложите. Нурсултан, что вам было трудно на сегодняшнем уроке? Было трудно узнать про гелонимы. Ага. Что было именно трудно? Именно болоты, да, вам были трудны. Значит, вам нужно еще узнать, прочитать дополнительные ресурсы. Хорошо, молодцы. Ребята, молодцы. Значит, если мы сегодня достигли цели своего урока, значит, мы сегодня поняли нашу тему, да? Всем большое спасибо, все активно принимали участие. Молодцы. Сегодня были активными Фатима, Нурасыл, Ахниет, Карлыгаш, Ежас, молодцы, Наташа, Элона сегодня молодцы, активно участвовали, Жанель. Хорошо, ребята, если вам сегодняшняя тема понятна, урок окончен, до свидания.